Так, English, английский. Не показывает, что идет трансляция. Не знаю почему. Поэтому не знаю, видите вы меня или нет. Ну, будем надеяться, что видите, да? Так. Сейчас я попробую зайти с другого аккаунта, посмотреть, видит кто-то меня или нет. В общем, мы сегодня вновь проходим уровень на английском языке в приложении Polyglot. Переводим предложение. У нас разного рода возникают проблемы с трансляцией. Так. Не вижу, что пришла какая-либо трансляция. А она есть. Ну, давайте попробуем переводить. Почему-то глючит. А как я буду писать, если они мне не показывают трансляцию? Угу. Интересно. Может, на слух будете? Если будете на слух, это, конечно, такое, да? English. В общем, не знаю, как вести, короче. Получается, давайте я буду озвучивать, что ли. У меня, в общем, не показывает, что я онлайн. Майк хотел присесть, потому что простоял на работе весь день. Майк – это у нас Майк. Хотеть – want. Хотел в прошедшем времени вспоминаем. Привет. Я рад, что, значит, я в эфире видно. Кабалина Балкарии. Круто, привет. У меня почему-то не показывает, что я онлайн. Вот я сейчас смотрю с ноутбука. Я рад, что вы подключились. Я писал в чате с компьютера, чтобы в чате было приложение на русском и на английском. И в итоге у меня вот что-то случилось. Так, давайте попробуем заново урок открыть. Я уже долго работал, когда пришел мой брат. I работал, прошедшее время, да, продолжительное. Скорее всего, конструкция будет had been и глаголово-инговое окончание. Поэтому давайте набираем had been working. Вот самое интересное, смотрите, у меня компьютер вообще не работает. Поменять серию. Had been working. Долго, да? For a long time, наверное. For a long time. For a long time. Сейчас, если починится мой сервис меню VPN, то я смогу печатать в чат. I had been working for a long time. Я работал долгое время, когда пришел мой брат. Когда? When? Мой брат. My brother. Пришел в прошедшем времени, в настоящем времени это come. А вторая, третья форма came, come, да? Получается came используем вторую. My brother came. I had been working for a long time when my brother came.
Что у нас разрядился свет? Получается так. У нас технические неполадки, одна за другой. Но мы не отчаиваемся. Я хочу и смогу. Как-то так. Такая лампа. В общем, у меня сегодня день рождения. Я хотел его отметить нормально, уча английский, чтобы с вами вместе проходить. Вместо этого я испытываю кучу трудностей с техникой. У меня полностью перестал работать интернет, YouTube, и давайте я перезагружу компьютер. Ну, кому не интересно, конечно, ладно, не ждите, это ваше право. У кого есть время и интересно попереводить вместе, то, пожалуйста, подождите, я перезагружаю новый, посмотрим, что там будет. Так. Так. Компьютер перезагрузился. Say hi. Джонни Депп, как обстановка? Джонни Депп. Меня называли Киану Ривз раньше в молодости, а потом называли, когда у меня длинные волосы были, я снимался немножко в сериалах на таких массовочных моментах, я был Джон Леннон. Вот мечтаю сняться или Киану Ривзом, или Джоном Ленноном. Но обстановка интересная, с верой в будущее. Вот. В общем, ладно. Пускай будет зеленый цвет. Заходим в интернет, проверяем интернет. Yes. Так, значит, что у нас? Мы вошли в YouTube. Если мы вошли в YouTube, сейчас, может, Telegram выйдет тоже. Так, YouTube. Мне вот интересно, это все вот эти атаки нынешней ситуации, да, вот это всего, есть санкции, поэтому все так лагает. Или это сами по себе не у всех так сейчас. Так. Только я сказал YouTube, и он что-то маленько подвис. One second, please. В общем, сегодня у меня день рождения. Я все еще надеюсь и верю, что у меня получится с вами попереводить. Но YouTube опять пропал. Слетел сервер опять сейчас. Да. Можете пока задавать какие-нибудь вопросы, если интересно. Узнать мне. Интересно. У вас как вообще работает Wi-Fi, VPN? У меня пишет, что нет подключения к интернету. Так. Не знаю, что делать. Я трансляции своей не вижу. Как с вами быть? Куда подъезжать на днюху? Какой адрес? Это секрет. Секрет. Я не отмечаю, мне уже много лет. Я же вампир. Так. Короче, похоже, я буду куковать. Ничего у меня не получается. Не показывает стрим. Я не могу вам писать, потому что мне не показывает, что идет стрим.
А я вообще на каком канале это веду? Может, это не тот канал? Почему вы меня видите, а я не вижу этот стрим? Окей. Мой канал «Хочу и смогу английский язык». Мы вместе учим английский, вместе переводим. И у меня была такая фишка, что я писал в чате предложение на русском, а потом на английском. Какой канал? Вот вы какой канал видите сейчас? У меня просто много каналов. У меня есть Скотт, я там говорю про новости. Давайте просто, поговорим. Ничего у меня не получается. Я не хочу расстраиваться свой день рождения. Просто поговорим тогда. Только я вас не слышу. Скажите, пожалуйста, какой канал у вас отражается вот сейчас в эфире? Желтенький с черным, «Хочу и смогу». Я вот хоть убейте, не вижу. Вот смотрите, у меня там показывает канал, у меня не идет эфир. Я не знаю, что это за прикол. В общем, сегодня будем куковать. Давайте я попробую как-то вот так переводить. У меня же какая цель? Как-то переводить, может, вы на слух будете. На слух это очень важный момент такой. Потому что самое главное – это listening, слушать, да? Как только у вас будет, вы будете воспринимать эти слова, даже если вы не знаете значения, это самое, наверное, крутое, что иногда слушаешь, и некоторые слова, которые ты не знаешь, просто каша. Желательно. Так, вот такое, в общем, приложение полиглот. Раньше я его мог выводить сюда на экран, но The National Awards, у меня, в общем, перестал работать. Это кола, если что. Ты в заброшенном доме? Да. Именно я по заброшкам прячусь. Вот у меня, видите, Wi-Fi тут плохой. Всей больницы, видите. В общем, предложение такое. Я ждал его самолет уже 2 часа, когда объявили о его задержке. Давайте рассуждать. Вы что-нибудь пишите, если что, я увижу, буду отвечать, а так попробую проходить. Мне надо, в общем, сделать 4,5 звезды. Сейчас у меня 4,0. Вот. Ошибаться нельзя. Ошибаешься сразу, там 3,9, 3,8 становится. Так. Я ждал его самолет уже 2 часа. То есть продолжительное время он ждал. Смешной комментарий, мне понравился. Значит, если в прошедшем времени, и еще и в прошедшем времени там какая-то ситуация произошла, это, скорее всего, конструкция had been и глагол инговое окончание. Поэтому будет я ждал, это I had been waiting. Это вот я ждал. Его самолет, это his. Самолет. Я думаю, мое произношение довольно четкое и понятно, наверное, да, какое слово говорю без написания. I had been waiting his самолет, вспоминаем. Airplane. Уже 2 часа. Уже это напряжение какое-то время, это for. 2 часа это 2 hours. Значит, for 2 hours. Я надеюсь, нормально слышно? У меня тут такой микрофончик есть. Вдалеке стоит. Он, по идее, должен все ловить. Когда объявили о его задержке? Когда? When? Объявили. Вообще, it announced, наверное, announced. Есть такое? Объявили о его задержке. Сложное предложение, если честно. I have been waiting his airplane. Кто вы по жизни? Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, кто-нибудь напишите, с какого канала я стримлю. Просто у меня очень сильно проглючился. Кстати, может, это Скотт? То есть я начал трансляцию. Сейчас, секундочку, посмотрим.
Скотт. Если это Скотт новости, если это новости спорта, новости бокса, футбола, то мы с вами можем вообще конкретно пообщаться, интересно. У меня несколько каналов, и вот ты перебила почему-то, и вот сейчас какое-то другое вышло. Давайте поговорим про спорт, про бокс. Видели мой видеообзор, кого на самом деле победил Тайсон Фьюри последние 10 боев? А никого. Я его разнес просто. Так, Скотт канал. Как мне на него попасть? Наверное, я на Скотте делаю, раз трансляции здесь не видно. Can learn ИКТ? А, серьезно? О, так. Понятно. Это неправильный канал. Ну ладно, это как бы правильный канал, но я не для него английский-то делаю. Да, тут бессмысленно английский, не про спорт говорить, да? Мгм. Ну, я не готовился. На якутском я не готовился вести стрим. Вы зашли... А надпись какая интересная у моего стрима? В общем, вот этот канал, если это Can Learn ИКТ, это изучение якутского языка. Ну, тут тоже без картинки я вряд ли вам что-то могу. Что интереснее, когда вы тоже видите или хотя бы в чате видите. Я, наверное, лучше подготовлюсь, когда будет работать аппаратура. Давайте посмотрим, есть ли там, правда, стрим. Спасибо, что вы написали, конечно. Так, якутский язык онлайн, да? Смотреть мой канал. Ну, я на этом канале не такие хотел стримы вести, вот как сейчас делаю. Да, реально, это якутский язык онлайн. Окей. Привет. Я не готовился, я готовился к английскому переводить. Ладно, зато я вижу ваш чат сейчас на компьютере, и благодаря вам я снова здесь. Кто я по жизни? Я по жизни кем только не был, даже не хочу рассказывать. Так, ну давайте какое-нибудь буду какие-нибудь предложения или тесты вам ставить. Давайте я буду слова вам закидывать, наверное, и будем пытаться их переводить, что ли, как-то так. Язык. Вот интересно, на якутском языке активность повыше. Я на английском открываю, там поменьше было зрителей. Напоминаю, что у меня день рождения сегодня. Есть такая замечательная функция. Сейчас покажу вам. Мне, в общем, сегодня подарили, первый мой донат пришел, за 1000 рублей пришла. И я хотел анонсировать, там поздравить, еще поздравлю. Не поздравить, а поблагодарить, записать какое-нибудь короткое видео, что мне это впервые 1000 рублей отправили. Вот. Это прикольно. Был истерический смех, потому что я много лет впустую все это делал, что у меня много каналов, и на каких-то есть даже миллионы просмотров. Допустим, на канале Скотт у меня зашло про ЧБД очень хорошо, на вот якутском канале у меня зашло перевод, это он сделал Киану Ривза, типа. Такая у меня карта, в общем. И donation alert. Подключайтесь. Меня поздравляю с днем рождения. Это приятно. Я обычно дни рождения не отмечаю. Потому что что радоваться, когда ты уже такой старый вампир древний. Так, ну вот уже зрители подушли, пока я настраивался, понимал, что происходит. Так. Ну, давайте попробуем простые якутские слова. Допустим,
Давайте вот первое слово пишу в чат. ИЕ. ИЕ это у нас кто? Давайте даю вам. Это очень интересное слово. Это самое первое слово, которое человек говорит в своей жизни. На якутском это 3, 2, 1. Это мама. Так, теперь, допустим, а вот это угадайте, кто будет. Я про якутский не думал, как стримить пока. Как бы у меня была там одна идея, начинал. Допустим, вот. Ага. Кто это у нас может быть? Напишите, пожалуйста, вот ИЕ – это мама, а ага с якутского языка это будет. Там вот я сверху ссылочку сделал на день рождения, можете там по 50 рублей скинуть, если не жалко. Ой, так некрасиво пить. Вот. Ваше здоровье, кола. Я всю свою молодость не пил колу. И не пил, не курил. Ну, практически. А сейчас, когда уже стал старый вампир, много лет уже, выгляжу хорошо просто. Вот. Сейчас уже все можно. Все перестали и пить, и курить, и колу пить, и все на свете. А я вот как раз раньше все это не делал, теперь как бы догоняю, компенсирую. Ну, в общем, ага, это папа. Очень просто, да? Давайте третье слово напишем. Уол. Ну, уол это, я думаю, если кто-то здесь есть, кто изучает якутский язык, уол, то должен знать, наверное. Уол. Четвертое слово. Почему четвертое? Да? Ну ладно, четвертое пускай будет. Сегодня у меня стрим-катастрофа. Вот мой день рождения, да, это стрим-катастрофа просто. У меня National Road слетел, потом мне пришлось удалить стрим, я запустил на английском, английский слетел, и почему-то потом перекинулся на канал Сахат Элай, якутский язык онлайн, к которому я не был готов, потому что у меня там программа, это что я запишу, там английский перевожу. Но вот сейчас импровизируем. Ну, так как у меня громадный опыт в обучении любого материала, импровизируем вот так. Так, давайте попробуем еще посидеть. Вот интересно будет у нас. Значит, смотрите, ИЕ – это мама, ага – это папа, уол – это кто у нас? Это мальчик. Я так понял, либо здесь зрители зашли, которые не были на моем канале, и как бы такие слова, или просто не помню, давно не повторяли. Так, давайте пятое. Крыс. Крыс – интересное такое слово по аналогии, как думаете? Если ИЕ – это мама, ага – это папа, уол – это мальчик, то крыс – это кто? Как думаете? В общем, здесь пока не якуты, да, собрались. Окей. Кыс – это у нас девочка. Я вообще хорошо отношусь к тому, что стрим слетел, и я пошел вообще на другой канал, потому что я давно хотел на этом канале проводить, потому что более живой канал. Давайте, смотрите, шестое слово. Шестое слово, оно не менее... Да что ты делаешь-то? Так. Шестое слово, оно очень интересное. У вас, наверное, с запозданием идет. Скорее всего, вы не успеваете, наверное, написать. В общем, ага, это кто у нас? Там два значения есть. Ага, это дедушка медведь. Так. В общем, я сегодня коплю на торт. Мне сегодня 1000 отправили. Так.
Я очень благодарен. Я, повторюсь, запишу видео с благодарностью. Очень приятно. Так. Давайте напишем. Ну вот, давайте, 7 слово. Эбе. Как думаете? 4 человека в эфире. Пожалуйста, поставьте лайк. Больше человек зашло. Смотрите, значит, ие – это у нас мама. Уол – это у нас мальчик. Кыс – это у нас девочка. Ага – это у нас папа. Эге – это у нас дедушка. Также это медведь, эге. Есть эбе. Напишите. Как считаете, эбе – это кто? Если эге – это дедушка, а эбе – это у нас... Не стесняйтесь поздравлять меня с днем рождения на словах, на лайках хотя бы. Все просто так сидеть, как сталкер. Это же даже немножко даже страшно. Просто наблюдаете и молчите. Напишите, все плохо, не подготовился. Я не готовился. Вел на другому, меня перекинуло. Телефон тупит, сеть тупит. В России вообще ужас что-то с сетью. Да, иначе нарвется, вообще удалю его. В общем, эбе – это у нас бабушка. Так. А что у нас так закрепленно, да? Это я закрепил так? Зачем я так закрепил? Ну ладно, закрепил и закрепил. Ладно. Так. Следующее, 8 слово. Это уже пошло больше такое природное. Не хочет буковку ставить. Природное явление, 8. Так, 8 это у нас халлан. Кто-нибудь знает, что такое халлан? Это на русском на В начинается. Сколько букв получилось? 5 букв на русском будет. Халлан такой. Я пытаюсь ассоциативную память закрепить. Халлан – это ветер. Ой, ветер. Небо это. Все, у меня уже куха поехала. Халлан – это небо, извините. Так, 9 слово пишем. Сарсерда. Сарсерда у нас есть вечер, есть день, а есть сарсерда. Как думаете, сарсерда это что у нас? Мне бы поменять вот эту надпись, которая там испытание английским, там не английский. Можем вообще о чем угодно поговорить. Я сегодня пишут, звонят мне тут. Надеюсь, не позвонят. В плане, пока что, если с обычного телефона позвонят, это сбросится, если с WhatsApp меня не даст набрать. Расскажите, как вы отмечаете день рождения? В общем, сарсерда – это утро. Так. Так. Ну, давайте самое простое заимствование давайте посмотрим. Школа. Как думаете, что такое школа? Тут легко. Это у меня кола. Школа. Школа, да? Да, школа. Правильно. Вы лучший. Мне даже поинтереснее стало.
Супер, супер, супер. Как вам лайк поставить, не знаю. Не ставится, наверное. В общем, от вас мой жирнущий лайк. Так. В общем, давайте попробуем проговорить. Значит, не подсматривайте в чат. Или там, как его прогнать, чтобы вы его не видели. Так, вот, сделаю какие-нибудь нолики, поставлю. Все, вроде ушло. Давайте напишите, как переводится «ие». Смотрим. Вы по-русски пишите. Это первое слово, которое... Давайте я вам буду писать опять «ие». У вас была зрительная память. «Ие». Да, мать, мама. Так. Ага. Ну-ка. Спасибо вот большое за активность. Интересный никнейм. Отец, да, папа. Так, давайте разнобой сделаем. Кыс. Кыс. Девочка, все верно. Сложное что-нибудь. Ну, из этих слов ничего сложного нет, давайте просто вне порядка. Эге. Ну, как бы они сложные в целом, если кто-то не знает. Просто закрепим, может, кто-то как записывает, учит. Это очень здорово, когда повторяешь. Можно идти так, видишь девушку. Кыс. Шучу. Ну, кыс – это вот девочка. Уолл – это у нас мальчик. Видишь, там маму увидел, говоришь, ие. И вот именно в такие моменты, когда кому-то обращается, не стесняться прям обращаться. Вот, допустим, Дахсун идешь, допустим, есть такой спортивный комплекс Дахсун, там беговой манеж и так далее. Дахсун переводится «дерзкий». Ты вспоминаешь, я иду дерзко в Дахсун. Да, дедушка медведь, да, все верно. Халлан. Или ты идешь, допустим, в Мадун, и ты, озвучивай, я иду, типа, мощный. Мадун мощный, сильный, да, мощный. Вот у нас даже по названиям в городе можно какие-то вещи запоминать. Очень много сейчас названий появилось. Там торговый центр РЛ. РЛ – это у нас Надежда. Халлан – это у нас что? Пишите, пожалуйста. РЛ – Надежда. Мадун – мощный. Дахсун – дерзкий. Я иду дерзкий. Также у нас есть... Что у нас еще? Ну, то есть вот РЛ – это еще имя же такое есть, да? РЛ. Что Надежда. Оно, кстати, и мужское бывает. Нет, Халлан – нет. Халлан – это небо. Небо. Это Халлан. Сарсерда. Есть такое выражение. У тебя есть сарсерданан, а есть сарсерда. Сарсерда. Это часть суток, или как сказать, как-то так. Так интересно складывается. Вот, серьезно, у меня день рождения. Нет, Сарсерда не совсем завтра. Это
утро. Вот я думал, надо бы сегодня зайти обязательно провести якутский стрим, начать их снова вести, пытаться. Пока просто идей нету, тут сейчас экспериментируем. Вот. А начал английский, видите, слетел и зашел на якутский. Хорошо же, хорошо. Когда не ожидаешь, оно такое неожиданное. Так, ну, в общем, смотрите, значит, еще раз. Мама, вспоминаем, можете проговорить. Давайте, даю вам, можете даже, я не знаю, в чат написать, что у вас, наверное, нет якутских букв. Кстати, если вы сидите с телефона, вы можете зайти в настройки, и там есть прям язык Сахат и Ла. И там даже, если вы учите, если вам это интересно, раньше такого не было, по-моему, последний год появился, что ли, год-полтора. И там даже есть вот автозаполнение. То есть вы начинаете писать слово, и оно как бы показывает варианты, какие, может быть, слов, и сразу вспоминаешь, вот так пишется. Потому что там в большинстве своем, когда редко пишешь или редко вообще что-либо говоришь, да, забывается даже правильное написание. Ну, это, наверное, всегда так. Давайте проговорим, значит, мама у нас будет ие, в обратную сторону сделаем. Папа, проговорите. Давайте 5 секунд. 2, 3, 4, 5. Папа. Ага. Ребенок. 5 секунд даю. Ребенок это будет... Ого. Мальчик это будет... Уол. Девочка. Это кыс. Дедушка медведь это эге. Бабушка эбе. Кстати, очень многие ругаются, иногда пишут в комментарии, что я неправильно что-то делаю. Я, во-первых, естественно, проверяю, наверное, с какими-то, с Министерством образования, то есть с какими-то учебными пособиями. Мне, допустим, иногда пишут, правильно, ого, ребенок. И мне пишут там не эге, а эге, не эбе, эбе, то есть там длинное. Да, уол, мальчик. На самом деле, эге, когда две, да, стоит, это как обращение, то есть ты к дедушке обращаешься, будет эге. Да. У меня, в общем, есть такого же названия Can Learning IT, Telegram. И там вот есть даже тесты я составлял, вы можете проходить тесты с этими словами, с другими словами. Бесплатно абсолютно. Приходите, там должно быть закреплено оглавление в Телеграме, и вот можно все это проходить. И там будет с вариантами, есть бесконечное тестирование, а есть еще, сейчас я начал делать еще с результатами, то есть на 5, 4, 3, 2, 1, там, на оценки можно пройти. Так. Ну, значит, мы прошли, что у нас? Школа, оскуола, утро, сарсерда, небо, халлан, девочка кыс, мальчик уол, эбе бабушка, эге дедушка медведь, е мама, ага папа, ого ребенок. Все, мы прошли. Что мы можем интересного? Вот смотрите, по названиям, если вспоминать. Многие не задумываются, вот, допустим, есть такое у нас место Хатынь-Юряхское шоссе. Там гора Хатынь-Юрях. Ну, не гора, многие типа называют. Я здесь все равно горой называл, многие говорят холмы. Не знаю, вот, допустим, в Москве у них нет такого вида красивого, что вот как издалека вот эти холмы прекрасные. Вот, называется Хатынь-Юрях, да? Хатынь-Юрях, да, Хатынь-Юряхское шоссе. И мало кто задумывается, но Хатын – это у нас береза, Юрях – это у нас... Напишите, что такое Юрях, может, знаете?
В общем, у кого есть желание поздравить меня с днем рождения, вот там закрепленное сообщение. Так. Давайте даю вам... я не знаю. Ну ладно. Юрях – это речка. Получается, березовая речка, да? Вот хатын, юрях, хатын, береза, юрях, речка. Юрях. Могу вам написать. У меня на клавиатуре нет, на компьютере. Сейчас есть словарика. Хатын. Так пишется хатын. Спасибо. Спасибо за... Хатын – это у нас береза. Спасибо за поздравление. Хатын березовая. А речка у нас Юрях. Вот если у вас на компьютере нет... О, спасибо большое. Приятно. А я обычно никому... У меня только несколько близких друзей, которые знают, помнят, они могут там писать. Так я обычно не свечусь. Кстати, может быть, и стоит светиться. Что это такое, да? Рях. Речка. В общем, есть такой замечательный словарик. И там, если у вас не хотите устанавливать клавиатуру на компьютер, вы можете вот зайти с Ахатыла, это словарь онлайн якутский, он и на приложение тоже в телефоне. Приложение Сахалы, оно, к сожалению, это все. То есть там выделили грант, да, или как называется. В общем, поддержка была от республики, но, в общем, они финансирования больше не нашли. То есть для начала хватило запустить его, там было много багов, все время надо было работать над ним. И, в общем, оно заглохло, оно сейчас не работает, пока не найдут спонсоров. А спонсоров, видимо, так и не нашли. Да, приложение Сахалы было хорошее. Еще есть, смотрите, Усть-Хатын, куда вот ездят на ЭСЭХ. Местность называется Усть-Хатын. Да, жаль, что закрыли. Ну вот я говорю, переходите в мой вот одноименный канал Ken Learning KT, вот так же пишите, как и здесь в Ютубе, только в Телеграме. Там собачку ставите, Ken, нижнее подчеркивание, Learn, нижнее подчеркивание, KT. Там есть тесты бесплатные. Вот, там есть результаты, без результатов. Так вот, Усть-Хатын. Попробуйте перевести, зная, что такое хатын, только что мы говорили. Помните, что такое хатын? Я сейчас компьютер обновлял, просто у меня сейчас приходится брать буковки из словарика. Усь. Вот так пишется Усь. Может быть, знаете, это, наверное, должны такое знать, самое распространенное слово. Так, а из чата не копируется, вот просто скопировать, если... В общем, компьютер у меня стал глючить, и я начал там все, обновил хард, телефон купил, вон, 56-й мощный, ну, относительно. Вот, не помогло, оказывается, санкции. Так, да, Юсь, это 3 березы, да, вы супер. А я у некоторых спрашивал, и многие не задумываются, и не мыслят переводами, просто Усть-Хатын и Усть-Хатын, а вот 3 березы, да. То есть Хатын у нас, Юрях, это березовая речка, Усть-Хатын, это у нас 3 березы. Вот так интересно. Хотя вот я в детстве всегда ассоциировал, я жил под горой Хатын-Юрях, ну как жил, давно летом мы там в детстве жили, бегали, там, где глину забирают вообще. Вы знаете это место? И так, давай, мысли не уходите. И у меня всегда ассоциация была, что у нас все-таки больше сосновая, как бы сосновый лес. Почему-то все названия у нас больше как березовые. Ну, потом вспоминал, берез тоже много.
Ну, не сказать, что там одни березы, вообще не сказать. Ну, мое мнение, у меня даже на участке в даче было одни сплошные сосны. Серьезно, ну, такие толстенные. Да сейчас даже если прийти там, ну, я не знаю, я обхвачу, не обхвачу, наверное. Они такие вымахали, высоченные, шикарные. В общем, смотрите, мы с вами что повторили сегодня? Мы повторили Мадун. Это у нас что? Ну-ка, вспоминайте. Давайте. У вас с запозданием идет, я знаю. Поэтому там сигнал почему-то так устроен в Ютубе. Не знаю, зачем это сделано, пока непонятно мне. В общем, кто не помнит, Мадун это мощный, сильный, мощный, да. А Дахсун ну, вот так некрасиво стоит зарядка, то у меня просто заговор всей техники, у меня разрядилась лампа. Пришлось поставить. Все сегодня вообще. Да. Ну ничего. Главное, что я родился как лунтик сегодня. Мне много лет, я тысячелетний уже. Хотя выгляжу, как мне говорят, как младенчик. Так. Вспоминаем, что такое Дахсун. В общем, Дахсун это у нас дерзкий. Мадун мощный, Дахсун дерзкий. А, еще у нас же есть Триумф. Может быть, кто-нибудь... ну вы не сможете написать, как он. Не знаю. Ну, вот да, Дахсун это у нас очень дерзкий. А Триумф это Юригей. Сложное такое слово, но прикольное. Там, кстати, по-моему, на Триумфе уже написали. То есть там не только на русском Триумф написали Юригей. РЛ. Напишите, что было, я вот говорил ранее. Это торговый центр РЛ есть, еще имя такое есть. Но я встречал РЛ и мужское имя такое, самое интересное. Вот буквально месяц назад по работе был РЛ. Ну а так, я думаю, это больше как женщина подойдет бы имя, очень даже, учитывая перевод. Пожалуйста, ставьте лайки, чтобы трансляция продвигалась. Ну, в общем, RL, это у нас, давайте, 10, 9. Ну, это я считаю обратный отсчет, и вы должны RL перевести. Это нет, не чистый. Это, в общем, когда ты... Как же подсказать-то? Ну, это не Вера, а вот похоже. Вот у нас есть русские такие имена. Вера, еще какие есть? В русском пишите. Чего вы не спите? Это 1:40 ночи, да? Или вы с другого года? Там же вы писали, что кто-то... были. Вначале были разные города. Вы написали. Вера, надежда, любовь, да. Вот как думаете, РЛ это кто у нас? Подумайте. Да, Надежда. Да. Ну, да, сложный вопрос. Наверное, да. Но вот именно прикольно, что я, вот, допустим, прохожу мимо торгового центра РЛ, я прохожу Надежда. Прохожу мимо Дахсун, дерзкий, мощный. Мадун, мощный. Долгун, переведите-ка Долгун. Вспомните, есть такой бассейн около ЯГУ, сейчас СФУ называется, студенческий, я туда все время ходил плавать по студенчеству. Долгун называется. И там, вспомните, Долгун, и там есть символ. Как думаете, как переводится? Очень символично. Очень символичное название. Интересное. Меня спрашивают, сплю я или не сплю. Давайте стрим отправлю. Стрим
импровизационную на канале Саха ТВ. Поздравляю, пусть знания английского даются легко, блог развивается до 1 миллиона, ты почувствуешь настоящую свободу. Я, кстати, смог, у меня несколько каналов, и на одном из них стримы. Но вот здесь редко выходит, я их планирую начать вот так что-то выходить, что-то делать. Сейчас я пытался на английском, если хочу, смогу английский язык, то есть там вот начинаю делать. Вот в основном отвечаю на вопросы в тесте. Тоже прикольно, я благодарен, спасибо большое. Стараюсь их вставлять. Просто я иногда думаю, что если делать только вот такие вопросы, это как без повторения будет. Поэтому иногда я делаю через Telegram, вы заходите, или там Вилема, вот эта, да, ссылка, и проходите с результатами, с повторением слов. Просто без повторения это, конечно, будет не очень. Либо это надо выписывать. Но вот стримы постараюсь как-то вести, и я хочу здесь вести. В общем, у меня, смотрите, на якутском хочу что-то такое, подумаем, что делать. Раз, английский язык хочу и смогу. Там я перевожу в полиглоте приложение «Сложные времена». Там конструкция had been, как вы слышали в начале, наверное. Had been и глаголовое окончание. Там я прохожу, пытаюсь звезду получить, 4,5. И еще есть канал Скотт молодой. Там у меня видео залетело на 1 миллион с чем-то просмотров. Там я осуждал ЧБД в шорте. В Инстаграме это же видео 1 700 000 набрало. Тоже много комментариев. Кто-то, конечно, пишет плохо, кто-то хорошо. Всегда так будет, это нормально. Я спокойно отношусь к этому. Так, весь словарь, который сахалы, чалы вообще реально учить. Я какие языки? Я вот русский знаю. Английский учу. Но английский я как бы больше понимаю, говорю тоже неплохо, в принципе, разговорный. Вот. Но то время, в котором сейчас я изучаю, там идет такие предложения, которые мы в обычной речи не используем. Он делал тогда-то, тогда-то, пока он пришел. Какие-то такие нереальные предложения, мне их даже немножко скучно, поэтому я там выхожу в эфир тоже, пытаюсь начать это все делать. Я бы выходил чаще, если бы у меня не глючило VPN, хотя я его купил, если бы не глючило The Nature Art Studio и прочее. А насчет учить, не учить, я говорю, желательно все использовать. Все забывается. Допустим, в английском много слов знал, которые перестал использовать, они забываются. Но если их периодически повторять, они легче уже вспоминаются, потому что ты уже их раньше учил. Но если вот так выучить, а потом не повторять, забудется. Естественно, вспоминать будет легче, так как ты учил, но лучше повторять. То есть лучше использовать в практике. То есть кого-то увидел, там, эгерде, там, здорово, рун. Доброго утра. Чекюн, добрый день. Чекюнен, доброго дня. То есть пытаться использовать мама, там, ага, папа. Простыми даже словами, мадун, да, мощный, дахсун, дерзкий. И повторять. То есть я каждый раз, когда что-то вижу, какие-то ассоциации, стараться, то есть привычку такую сделать, естественно, сразу сложно что-либо делать. Я на английском перевел сейчас полностью все телефоны. Я уже знаю где-то 3000 слов примерно. У меня ввел раньше таблицу, сейчас перестал. Может, даже больше. И когда я их не повторяю, не практикую, что Антон не хочет заходить. Они все забываются. Поэтому надо все повторять. Я все перевел на английский, и видео стараюсь слушать на английском, даже если устает мозг, все равно.
Как будет с днем рождения на якутском? Черебют кюненен, может. Да, черебют кюненен, да. Да я не прям идеально знаю, понимаете, я даже вот английский, многие у меня, которые меня знают, что я постоянно ежедневно занимаюсь там английским, несмотря на работу, несмотря на что, каналы там веду. Я и ошибки делаю и так далее. Это нормально, как бы, ошибаться. Главное практиковать. Главное сделать привычку. Я просто понял, что я тупею, если я ничего не делаю, ничего не учу. Я что-то освоил, и потом начинаю по шаблону это все делать, одно по одному. И просто я чувствую, как у меня мозг тупеет, я деградирую. Поэтому я сделал привычку все время что-то учить, чем-то заниматься. Вот веду канал, это очень долго за время занимает, монтировать видео часами. Даже то, что я телефон обновил, петличку обновил, свет обновил, еще свет мне подарили, там и так далее. VPN поставил платный. Все равно они там его тормозят, и периодически там то одно не грузится, то другое не грузится. Все это очень много времени. И самый главный совет – по чуть-чуть постоянно использовать слова в жизни, я считаю. Посмотреть прям и по одному слову что-то там, допустим, любовь-то у нас что? Топтал, да? Топтал там. Ну, то есть такие слова, которые в жизни используешь, такие говорить. Вот, допустим, в английском вот, мне что не нравилось, и я бы переделал методику обучения людей. Там первым временем обучается present simple, да? И там такие дурацкие предложения, которые в разговоре вообще никак не помогут. То есть там регулярное какое-то время, там, я хожу в спортзал, там, я там тра-та-та. Мне кажется, я хожу в спортзал каждый день, да, там, I go to the gym, да, every day. То есть, ну, сколько раз вы так отвечаете в своей жизни? То есть я считаю, надо начинать, наверное, с времени, наверное, present continuous, может быть, что я ем, там, I'm eating, да, вот. Ну, то есть вот такое, там, I'm sleeping, я сплю и так далее. То есть, мне кажется, надо вот с этих времен начинать, а не вот с такого неразговорного. И людей это в ступор вводит, мне так кажется. Потом все правила, допустим, в английском, я их все упрощаю. Вот у нас учили там модальный глагол, не модальный глагол, а инфинитив там и так далее. Какой инфинитив? Потом ты из школы выходишь там или из универа и думаешь, и только и в голове у тебя инфинитив, а что это, кого это, непонятно. Я вообще это слово выкидываю, мне оно не нравится, абсолютно неправильное слово. Я просто говорю, есть такое правило, вот на русском языке, да, между двумя глаголами ставится частица «ту». Вот вам инфинитив. Между двумя глаголами ставится частица «ту». То есть хочу пойти, хочу want, пойти, go. Между двумя глаголами ставим частицу «to», want to go. Все, то есть не надо никаких вот этих придумывать. Потом у них неправильные глаголы. Почему они неправильные? Когда есть у них как бы регулярные, нерегулярные глаголы. То есть сам момент, почему считается, что эти... Ну, то есть перевод неправильный вообще. И почему они неправильные глаголы? Ну, то есть все как будто бы специально сделано так, чтобы человек не выучил. И я свои методики, допустим, разрабатываю. То есть это можно тоже записывать какие-то видео. Вот что когда записываешь видео, ты пишешь сценарий. Я таким методом вот и английский учил, что я садился и пытаешься придумать там, допустим, я буду сейчас переводить слова. Пока записываешь слова, они у тебя уже запоминаются. Пока ты их повторяешь перед камерой, вот крутой метод, кстати, пока ты повторяешь перед камерой, там, включил камеру, смотришь в камеру, говоришь, даешь там зрителю себе, там, 3, 2, 1, там, мама, да, ага, папа, ого, ребенок. То есть пока ты по сценарию идешь, проговариваешь, у тебя в голове запоминаются, слова запоминаются, ты рукой пишешь, ты себя слышишь, потом ты переслушиваешь, думаешь, что прикольно, не прикольно получилось, ой, плохо, надо переделать, там, или ой, хорошо. И я считаю, это самый крутой метод, это вот записывать видео. Вот. Я первое видео записывал без себя, без лица.
просто монтировал на компе. И сейчас бы такое продолжил. Может, видели, вот в якутском языке у меня есть прикольные там видео. И в английском такие же были. Но их очень сложно делать, потому что у меня компьютер просто не справляется с фотошопом и с видеоредактором. Когда много вот всего вот этих делаешь объектов, я там делаю субтитры, он все виснет там. То есть мне надо какой-то... И теперь ноутбук обновлять, скорее всего, надо. Вот такие дела. Напишите, с какого города вы, с какого... Или, может, региона какого-то, с какой-то области. Да. Вот вам написали только какими-то не якутскими буквами. Но вот тюребют, кюнинен, это... Сейчас я вам с словарика скопирую. Вот этот тюребют. Тюребют. Вот так пишется. Кюнинен. О, я из Ленска. Пхеньян. Ничего себе. Привет Ленску, привет Пхеньяну. Надо же. Тони Таймлорд. Знаю я ваш Пхеньян. Спасибо, Пхеньян. Окей. Интересно. Так. Давайте закреплять. Я вам буду давать 5 секунд, и вы там пытаетесь сами повторить. Спасибо за лайки. Недавно говорил слово «топтал». Что это у нас? У меня горло жутко пересыхает. Я не привык много говорить. Поэтому извините, прикол. Спасибо за лайки. В общем, любовь, да. Топтал, любовь. Все верно. Тони Таймлорд, thank you. Что мы еще с вами говорили? Вам нужно поставить, я думаю, не нужно, клавиатуру, потому что вот это то, что мы делаем, пишем цифрами там или русскими буквами, потом грамотность в якутском языке падает, поэтому там вы можете найти настройки клавиатуры Android, там даже в самом, вообще где печатать, любая клавиатура открывается, есть настройки, и там можно поставить сахатыла. Значит, мы что дальше делали? Давайте Ющхатын. 5 секунд. 5. Ладно, BS. Third. Но у меня акцент такой еще. Есть. Ики. Бир. Так что у нас? 3 березы, да. Ющхатын. Спасибо. Какие у вас интересные у всех никнеймы? Я боюсь неправильно прочитать, но надеюсь, вы не будете. Котфликс 6834. Пападос. Окей. Какое-то греческое, да? Пападос греческое. Ущхатын. Нет, имеется в виду дорого, это такой юмор, да, мем. Ну да, я вот в этом году на Ущхатын на цех ездил. И действительно, все очень дорого. Я себе купил зато якутский нож там. Там была плохая погода. Я там бегал с камерой, наснимал кучу материала. Но то, что там был сильный ветер, там ничего не слышно. Абсолютно. Вот есть такое приложение, допустим, жалко, вот в якутском языке сейчас нет такого приложения, но можно использовать английский. Основная суть Duolingo в том, что он каждый день тебе напоминает позаниматься. И естественно, что 5 минут этого недостаточно с любым языком заниматься, проверено, но и все равно результат идет, если каждый день по 5 минут.
Но самый главный результат — это делать привычку. Вот. Привычку заниматься, и вот это круто. То есть год позаниматься даже каждый день по 5 минут, это на самом деле не так просто. Там будут дни, когда вообще не хочется что делать, потому что мозг устает. Ну, а потом привыкаешь, и уже можешь и больше, и больше. Все равно будут, конечно, дни, где ты там совсем мало позанимаешься, а есть дни, когда там час позанимаешься и так далее. Так, что у нас еще было? Хатын-Юрях. Хатын-Юряхское шоссе, да? Хатын-Юрях. Так, ну у нас уже час прошел. Мне было приятно с вами пообщаться. Наверное, сейчас будем потихоньку закруглять. Сейчас повторим все слова быстренько. Я так не помню, там, что мы еще говорили. Там все любимое якутское блюдо у тебя. Давайте просто поразговариваем. Любимое якутское блюдо. Ну, я обожаю строганину. В Москве, допустим, есть постпредство Якутии. Там можно прийти. То есть даже если вы будете в другом городе, я думаю, не только в Москве. В Москве я покупал там. И там прямо нарежут, и соль и перец дадут бесплатно. Какой-то ручей. Я думал, это ко мне какой-то русей. Хотел обидеться. Шутка. Короче, да. Не ручей, а речка. Ну, близко очень. Вы молодцы. Все правильно. Хатын. Вот üs хатын, это üs, это у нас 3, да? У нас бир и ки üs. Üs 3, а хатын березы. Поэтому у нас получается хатын юрях. Это у нас березовая, хатын березовая, юрях речка. Да. Потом, что мы с вами проходили? РЛ. Ну-ка. Кого память уже закрепляет? РЛ это как имена. Надо ассоциативную память иногда использовать, особенно в начале, наверное, чтобы было. Вот я там рассказывал про имена, какие есть русские имена. Там есть Вера, есть имя, есть там, ну, похожие по смыслу. Вот ЦРЛ у нас, который находится около кинотеатра Лена, это что у нас? Ой. Мне так нравилось выходить в эфир раньше, когда приложение... еще у меня какое любимое якутское блюдо, кстати. Я очень обожаю кровяную колбасу. У меня, кстати, она есть. Я купил ее. Она все время очень не появляется на крестьянском рынке. Я купил ее, и я ее не приготовил. Хотя раньше первым делом хватал кровяную колбасу и готовил. Сейчас я даже забыл, ну, что там, как там делать. Надо ее, по-моему, чтобы она растаяла из морозилки, потому что такой не сваришь ее. Что прокалывать там немножечко. В общем, вспомню, сделаю. Это вот второе мое. То есть на первом месте это всегда у меня строганина была. Из чир. И я обратил внимание, что лучше брать среднюю. То есть я вот сколько ел, у меня угощали большой, который там под 10 тысяч стоит. Но она вроде бы здоровая, вроде жирная, но у нее вкус какой-то такой. А вот когда среднего размера, она прям тает во рту. Печень жеребячая обожаю, но ее ел я редко. И надо ее есть у проверенных людей, то есть это с рынка там, ну, нежелательно. Это надо у кого-то из знакомых, кто там, может, не знаю, сам может выращивать, не знаю. Ну, то есть опасно. Печень более опасна сырую есть, поэтому мы вот один раз в жизни я в детстве ел, там, в подростковом. И вот у меня сейчас еще есть чуть-чуть печень жеребячая тоже от родственников, от родных. А какие ваши любимые блюда якутские? Ладно, наверное, буду закругляться, уже что-то поздно. Сколько там ночи-то? Мне завтра на работу вставать. 2 часа ночи, да? В общем, финишируем давайте. Давайте быстро поговорю. На память глаза закрываю.
Вспоминаем. Кстати, очень приятный метод – это вспоминать в глазах, в подсознании, представлять каждую букву и прописывать, допустим, и краткое Е. Вот так вот вообще запоминается конкретно. То есть вы ИЕ – это мама, ага, папа, ого, ребенок, кыс – девочка, уол – мальчик, г – дедушка, медведь, б – бабушка, халлан – небо, тыал – ветер. Я, по-моему, тыал вам чуть не говорил. Я ошибся там. Так, что еще там было? Школа. Школа. Какое слово там еще было? Утро. Сарсерда. Үсь хатын – это 3 березы. Хатын юрях – это березовая речка. Потом РЛ – это надежда. Чем еще я вам говорил? Мадун мощный, Дахсун дерзкий. Долгун – это у нас волна. Бассейн Долгун – это волна. Там даже такая волна нарисована. Так, что еще? Топтал любовь, орел надежда. Ну и хватит на сегодня, наверное. Юсь 3. В общем, всем спасибо. Такой импровизационный, неожиданный стрим получился. Для меня он был стрессовый, что у меня ничего не работало. Этот свет вырубился, канал включился не тот. Домашние задания, они в Телеграме есть. Собачка Кэндон КТ, вот Телеграм такой вот, там вот есть тест. Там будет оглавление, и там прям есть по вот этим Юрюсь, Юрех и так далее. Спасибо. Постараюсь. Будем думать, что делать и как делать. То сегодня больше получилось как общение. Ну, может, в общении оно и хорошо, когда я по 10 раз одно и то же повторяю. Ну, не по 10 раз, конечно, но по несколько раз. Может, оно так и запомнится. Потому что большинство, сколько передач люди не делают, они всегда там, 1 раз, 2 раза сказали, и все, да? А мы только сможем на эфире как бы одни и те же слова. Да и до автоматизма просто. Как в английском advanced. В общем, с днем рождения меня. Давайте вам успехов. Добивайтесь своих целей, ставьте большие задачи. Ставьте маленькие задачи. Добиваясь маленьких, решая маленькие задачи, добьетесь больших целей. К чему и я стремлюсь, чего и вам советую и рекомендую. Приятно было с вами пообщаться, все очень приятные люди. Спасибо. Спокойной ночи. Всем, может быть, тоже на работу завтра. Или хорошо погуляйте. Давайте долго не гуляйте. Спокойной ночи. Всем спасибо. До новых встреч. Увидимся в следующем видео.